Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, по вторникам Конгресс женщин Кыргызстана представляет вашему вниманию телепрограмму «Точка зрения» на телеканале НТВ, НТС. Как вы помните, ранее мы уже объявляли, сегодня мы будем вести разговор о российско-кыргызских отношениях, о торгово-экономических, политических, культурных. Мы работаем в режиме прямого эфира. Звоните по телефонам 577 797. Сегодня на ваши вопросы отвечает чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Крутько Андрей Андреевич. Еще раз здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый вечер. Итак, уважаемые телезрители, мы ранее уже объявляли наши телефоны, и вы уже ранее направляли ваши вопросы нам. Давайте мы с вами сегодня начнем с того, что Россия является ведущим торговым и экономическим партнером. Внешнеторговый оборот с Россией в прошлом году составил 25% от общего объема экспортно-импортных операций. И он дошел до цифры 2 миллиардов долларов в год. Ну и каждый год, надо сказать, что идет рост этой цифры, чем в прошлом году он вырос, чем позапрошлом году он вырос на 25%. Объем экспорта же в Россию вырос на 10%, объем импорта вырос на 30%. То есть отношения между Кыргызстаном и Россией все время идут в гору. Давайте мы тогда первый вопрос зададим о том, каковы же на сегодня реалии торгово-экономических отношений. Слово вам. Ну, как вы уже сказали, торгово-экономические отношения развиваются, диверсифицируются. Это естественно. Наши страны являются партнерами на протяжении многих десятилетий. Это были части одного государства и во время Российской империи, и во время Советского Союза. Киргизия поставляла в центр свою продукцию. И сейчас сохраняются многие связи, хотя, к сожалению, часть из них была нарушена. Но мы сейчас прилагаем все усилия для того, чтобы восстановить по возможности те связи, которые реально могут приносить пользу нашим государствам. После визита Владимира Владимировича Путина в Киргизию 19-20 сентября этого года мы ожидаем большой рост в наших торгово-экономических отношениях. Как вы знаете, были подписаны прорывные соглашения в ряде областей. Было подписано соглашение о списании долга Киргизии перед Российской Федерацией на сумму почти 500 миллионов долларов. Были подписаны два больших энергетических проекта о строительстве гидростанции Камбаратинская 1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Кроме того, мы прорабатываем ряд соглашений в области сельского хозяйства, в области энергетики, а также в ряде других областей. Так что, я думаю, к концу года, а тем более в следующем году, следует ожидать еще большего роста объема нашей торговли. Вы сказали о том, что уже заложена капсула по Верхненарынскому каскаду, да? Организуется закрытое акционерное общество 50/50. Скажите, более подробнее остановитесь, пожалуйста, в чем это будет выражаться, каковы будут прибыли в дальнейшем, когда это начнется, временные рамки, все это вы можете сейчас осветить? Ну, у нас есть определенный график, он достаточно строгий. В настоящее время идет разработка технико-экономического обоснования. Я думаю, что уже в будущем году, после того, как в Нарынской области наступит тепло, мы приступим уже к земляным работам. Там еще предстоит много сделать. Нужно будет построить дороги, построить линии электропередач.
подтянуть технику, но это все наши строители знают, как делать. Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3, от силы 4 года уже первые объекты будут запущены. В течение 4 лет, да? Вы сказали, наши рабочие. Это рабочие будут с России или рабочие с Наши рабочие Кыргызстана? объекты, это значит будет, это есть проект совместный российско-кыргызский. И Так что рабочие будут наши, 50 когда на я говорю 50. наши, да, я говорю, что это совместный Подразумеваете совместно, да. российско-киргизский. Это очень важный момент, потому что, как вы знаете, во многих совместных таких проектах всегда с местным населением возникает вопрос о необходимости участия рабочих из страны Кыргызстана всегда. То есть этот вопрос тоже уже проработан, и никаких волнений не должно быть. Я думаю, что никаких проблем здесь не возникнет. Насколько я знаю, законодательство Киргизстана предполагает участие в такого рода предприятиях до 90% киргизской рабочей силы. Я думаю, здесь проблем не будет. Конечно, инженеры и там, ведущие технические специалисты будут российские, но при найме рабочей силы мы будем отдавать приоритет, безусловно, местным кадрам. Не только жителям Нарынской области, хотя и для них найдется работа, но и всем кыргызстанцам, которые обладают соответствующими профессиями. Итак, уважаемые телезрители, также буквально сейчас готовятся документы по вопросам участия «Газпрома» в акциях, которые принадлежат государству, пакета акций «Кыргызгаза». Вот. Какова обстановка в этом вопросе? Ну, насколько мне известно, проведены переговоры. Наша экспертная группа изучила состояние данной компании. Представлены предложения в правительство России, они находятся там на рассмотрении. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет решен. Итак, есть еще один важный вопрос. Это межгосударственные объединения. Это ШОС, ОДКБ и Евразийские интеграционные институты, как Евразес. Сейчас вот готовится Евразийский союз. Какова роль этих всех организаций в социально-экономическом, политическом развитии членов этих организаций? Вот в частности, роль России и Кыргызстана в этих объединениях. Ну, как вы знаете, Россия и Киргизская республика являются членами большинства интеграционных объединений, которые существуют на пространстве СНГ. Это прежде всего само Содружество независимых государств. Но кроме этого есть еще и ряд других структур военно-политических, таких как ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности. Там мы с киргизской стороной близкие партнеры. Есть такие объединения, как Евразийское экономическое сообщество. Там мы тоже участвуем на равных. Но, как вы знаете, дело экономической интеграции не стоит на месте. В последнее время были созданы новые объединения. Таможенный союз и единое экономическое пространство. Есть уже такой наднациональный орган, как Евразийская экономическая комиссия. Пока в эти структуры входят только 3 государства – Россия, Беларусь и Казахстан. Но сейчас идет активный процесс подключения Киргизской республики к этим объединениям. Высшие руководители Киргизии заявили о готовности обеспечить условия для вступления Киргизии в таможенный союз и единое экономическое пространство. Идет процесс адаптации местного законодательства, изучаются возможности принятия пакетных решений в этой связи. Главная же наша цель, и мы рассчитываем на то, что
Киргизия сможет стать полноправным участником Евразийского экономического союза. Это будет новое объединение, новое качественно. Там будет обеспечена полная свобода передвижения людей, капиталов, услуг. Наши планы, наша планка – это 1 января 2015 года. Вступление Киргизии в таможенный союз и единое экономическое пространство откроет для вашей страны прямую дорогу для вступления в Евразийский экономический союз. Евразийский союз. Уважаемые телезрители, наша программа проходит в режиме прямого эфира. Наш телефон 577-797. Звоните, передавайте вопросы Шадыкановой Эльвире. И ваши вопросы сегодня обязательно, на ваши вопросы сегодня обязательно ответит посол России господин Куртько. Итак, очень интересный вопрос поступил от наших телезрителей. И это вопрос, который волнует и нас, это вопрос геополитики. Многие считают, что эксперты, что Кыргызстан является ареной интересов таких мировых держав, как Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия. Ваши комментарии? Ну, здесь могут быть комментарии различного рода. Я считаю, что термин «арена интересов» он не соответствует действительности. Киргизия – это суверенное государство, которое имеет свои политические национальные цели, задачи собственного развития. У Киргизии большое будущее. Страна богата и природными ресурсами, и, самое главное, людскими ресурсами. Поэтому здесь надо смотреть на то, что выгодно Киргизии. Киргизии выгодно развиваться демократическим путем, получать максимум от экономического сотрудничества со своими партнерами ближайшими. Кто ближайшие партнеры России? Киргизии, как вы уже сказали, это Россия. Это видно по торгово-экономическим отношениям. Конечно, великий сосед Киргизии – Китай. Есть и другие соседи, с которыми киргизы поддерживают веками дружеские отношения. Это Казахстан, Таджикистан. Есть и другой сосед, Узбекистан, с которым Киргизская республика также стремится выстраивать нормальные соседские отношения. Вот в этом, как бы сказать, многоугольнике и следует рассматривать роль Киргизии. В центральноазиатских делах Киргизия также играет большую роль. Здесь и вклад страны в борьбу с афганским наркотрафиком, здесь и роль Киргизии как международного перекрестка. Как вы знаете, существуют планы строительства новой дороги, которая соединит Дальний Восток с Европой. Здесь тоже киргизская сторона имеет много предложений. Следует сделать правильный выбор в этом плане. И существует, как вы знаете, как мы уже говорили, интеграционные объединения на постсоветском пространстве. И политические, и экономические. И вот, правильно выстраивая свои отношения в этом контексте, Киргизия, я думаю, в ближайшее время сможет существенно поднять свою экономику, обеспечить благосостояние для своего народа. Итак, очень интересный вопрос. Советский Союз, как считают некоторые эксперты, это ошибка или великое достижение мировой человеческой цивилизации? Ваши комментарии, ваш ответ? Советский Союз, он был создан не на пустом месте. Это было продолжение Российской империи. Но, как мы все помним, по крайней мере те, кто жил в Советском Союзе,
Советский Союз был таким объединением, которое обеспечивало культурное, экономическое, социальное развитие, равноправное развитие всех народов. На каком-то этапе, когда в Советском Союзе стали происходить застойные явления, когда стало тормозиться развитие экономики, мы все на себе испытали некоторые тяготы. Кроме того, развитие национального самосознания в советских республиках союзных тоже сыграло центробежную роль в распаде Советского Союза. Мне кажется, что решение в то время о прекращении существования этого объединения, оно было актуальным. Что касается вопроса, кто выиграл, кто проиграл, достижение ли это цивилизации или не достижение, я думаю, что однозначного ответа на этот вопрос никто дать не может. По крайней мере, Советский Союз сыграл огромную роль в одном деле. Советский Союз вынес на своих плечах тяготы основные Второй мировой войны, защитил мир от фашизма. В Советском Союзе, во всех республиках была создана современная промышленность, было развито сельское хозяйство. Экономика развивалась, наука, культура, люди могли получить образование бесплатно и получали его. Спасибо. И многие национальные элиты культурные, они существуют благодаря тому, что они росли, учились и развивались в Советском Союзе. Спасибо. Если можно, мы бы попросили такие короткие ответы. Здесь поступило много вопросов от наших телезрителей. Но хотелось бы потом, может быть, если останется время, разъяснить слова «продолжение», Советский Союз, «продолжение Российской империи». Но это мы в конце, когда время останется, потому что, вот, господин посол, планируется ли в будущем инвестировать в медицинское направление?